Ну что, ребята, всем здорово, с вами как обычно Антоха, и сегодня мы отправляемся в центральный парк города Якутска. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Сегодняшний ролик пройдет немного не в обычном формате, а точнее я буду вещать вам отсюда, из комнаты, рассказывать какие-то моменты, какие-то фрагменты. Все потому, что я уже ездил в центральный парк целых 2 раза, и у меня, как всегда, возникли проблемы с записью звука. Изначально я взял вот эти беспроводные петлички, к сожалению, в некоторых фрагментах звук полностью отсутствует, после чего через неделю я поехал снова в парк, взял уже проводные петлички, думал, проблемы это решит, но, к сожалению, все не так просто. Проводные петлички имеют в себе 2 микрофона, и один микрофон у меня остался в кармане. И записал вот такие вот все звуки. Соответственно, качество тоже получилось не очень. И я вот отсюда вам тогда, получается, поясню какие-то моменты, какие-то фрагменты. Видеоролики в любом случае сохранились, поэтому футажи будут. Есть какие-то файлы вообще с хорошим звуком, тоже вам отдельно их вставлю, поэтому немножко видео, знаете, вот такое разбросано получится. Как минимум из-за того, что я записывал целых 2 раза с разбегом в неделю. Вот, так что на это не обращайте внимания, но основные моменты парка вы все-таки увидите. В общем, надеюсь на ваше понимание, приятного вам просмотра и поехали. Перед входом в парк нас встречает Комсомольская площадь, а точнее ямы на дороге, ведущие к ней. На Комсомольской площади очень часто у нас проводятся какие-то мероприятия по типу Дня города. Также здесь проводятся различные ярмарки, поступления на учебу, фермерские ярмарки и так далее. Также перед парком сразу же нас встречает картинговая зона. Детишки тут катаются на картах, по-моему, даже и взрослым тоже все доступно. Но мы не будем здесь зацикливать внимание, пойдем сразу дальше. На входе в парк я включил приложение на телефоне. В конечном итоге, в конце ролика, я вам покажу, сколько же все-таки занимает прогулка по нашему парку. Это расстояние, сколько по времени. Покажу это вам все с высоты спутника. Вот. Пойду я именно по основной дороге, по асфальтированной, по которой ходит основная масса людей. Я не буду принимать во внимание вот эти тропинки лесные, по которым в основном проходятся различные пешие ходы, так как по этим тропинкам основная масса людей, в принципе, не гуляет, они в основном ходят по асфальтированной части. И вот в конце вы все увидите, наглядно покажу вам размер основной части парка и сколько на это все уходит времени. Ой, ребята, смотрите, какое мы событие с вами поймали. На прошлом ролике, когда, точнее, на съемках этого ролика, я здесь снимал вот этот вот арку для бракосочетаний. И насколько мне было известно на тот день, мне сообщили, что здесь впервые узаконили свои отношения молодожены. Вот, и сегодня мы, смотрите, здесь прям происходит само событие. Вот, желаем им крепкой семьи, любви, чтобы все было у них хорошо. Вот на фоне играет национальная якутская музыка. Не знаю, будет слышно или нет. Сейчас покажу это немножко с другой стороны, где вот сам вход идет. Вот так вот это красиво смотрится. Круто. Ну, я считаю, нам повезло, ребят. Сегодня пятница. В пятницу очень часто же заключают брак люди. Здесь вот есть еще одно интересное место, называется Локой аллея. Я точно вам даже рассказать за это место ничего не смогу, просто вот покажу. Здесь вот фотографии людей. Ребята, кто в курсе, кто знает за это, напишите, пожалуйста, в комментариях, там объясните, будет на самом деле интересно. Помимо того, что людям будет интересно, может и мне будет интересно. А вы очень заняты, да? Нет. Можете нас сфотографировать, да, конечно, с моими внуками? Так, продолжаем прогулку по аллее. Вот здесь до сих пор. Давайте прочитаем хотя бы.
Так, Якутское республиканское творческое общество Сохай, Саха, Республика Саха. Ну, Авохай — это вообще танец якутский, национальный. Который проводится в день празднования летнего солнцестояния. Исаах — очень большой и крупный праздник для нашей республики, наверное, самый главный, и, скорее всего, связано с ним что-то здесь. Ну и в центре самой, вот, точнее в конце аллеи, вот такая вот площадь, посередине которой стоит, опять же, Сырге. Раз, два, три. Раз, два, три. Ребята, мы приблизились к главному аттракциону всех парков. Это колесо обозрения, которое, кстати, в Якутске поменяли не так давно. Сейчас мы возьмем билеты, поднимемся на самый верх и покажем вам город с высоты птичьего полета. Одно посадочное место 150. Можешь вот эту снять. Показать. А, подожди, а здесь внутри разные. А, это випка 300, а стандарт 150. А випка — это затонированная, насколько мне известно. Здравствуйте. А можно 2 билета, пожалуйста, на колесо? Стандартно. Да, стандартно. Спасибо. Опа. Так вот, ребята, мы добрались на самую высоту. Сейчас посмотрели, посидели в гугле. Пишет то, что колесо данное высотой 40 метров. Его предшественник, колесо, которое простояло 35 лет, оно было 27 метров. 35 лет. С 81 года стояло старое колесо. И вот это колесо только поставили в 2018 уже году. Ну а здесь, грубо говоря, прям сам центральный вход в парк. Вот здесь вот у нас там кувшинки катаются, вот люди гуляют. Грубо говоря, самая движуха здесь. Ну, хотелось бы посерьезнее движуху. Всяких сюрпризов тут нету. Вот есть вот такие аттракционы. Центральная площадь парка, грубо говоря, так скажем. Самый серьезный аттракцион вот тут впереди у нас. Раньше был сюрприз, я помню. Это ужас вообще. Вот тут детишки тоже прыгают, летают на этой штуке. Здесь кафешки, шашлычком пахнет. Короче, шикарно. Ну, каких-то больших, огромных аттракционов нету. Вот. Я как бы сам не особо их любитель. Я в основном катаюсь только на колесе обозрения. Вы напишите, ребята, обязательно в комментариях, какой ваш любимый аттракцион, на чем катаетесь. Ну и вот, собственно говоря, мы вернулись с начала парка, откуда я пришел. Я вам здесь покажу сейчас весь маршрут, который я прошел сверху на карте. И, по-моему, там заняло времени где-то примерно около 50 минут. Но там, кстати, время с учетом того, что я еще прокатился на колесе обозрения минут 15-20. Расстояние там тоже около 2 километров. Но все увидите на скриншотах, на картинках. Что, ребята, на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Увидимся уже на следующем ролике. Пока про что снимать я не знаю. Вот, надеюсь, вам понравился наш парк. Ну, в принципе-то я сам парком нашим доволен, но мне кажется, могло быть и лучше. Все-таки центральный парк города, даже не самого города, а целой республики, огромной республики. Я думаю, можно сделать повеселее, потому что все-таки парк, я считаю, это очень важная составляющая любого города. Потому что парк — это культура, парк — это отдых, это отвлечение от бытовых каких-то моментов. Должен туда прийти и просто насладиться красотой природы. Вот действительно только в центре там как-то красивенько украшено, по окраине, ну там по большей части просто лес с тропинками и с асфальтом. Все, ребята, всем спасибо за внимание, всем удачи, пока-пока.